нас есть первый ребенок, мы купили вот квартиру, сделали ремонт. Решили пойти за вторым ребенком, получается. Вот. Забеременела и узнала, то, что у меня будет тройня. Вот. На втором скрининге сказали. Алина Скулкина признается, с мужем были в шоке. Это не ЭКО, в роду даже близнецов не было. Тройняшки Арсений, Матвей и Ярослав родились 7 июля. Сейчас им почти 3 месяца. Спят в 3 кроватках, занимают почти всю комнату в двушке. Алина рассказывает, знала, что будет тяжело, но не настолько. Сижу дома неделю, чтобы, с детьми, чтобы погулять, мне очень тяжело с 3-го этажа спускаться. Мне нужен хоть один человек, получается. Вот. И гуляю я 1 раз в неделю, когда у меня приедет хоть одна мама. Бабушки есть, говорит Алина. Обе работают. Одна живет в соседней республике, другая в Казани. Сами в Новой Туре. Есть сложности с питанием. Элементарно не хватает рук, чтобы одновременно кормить 3 богатырей, признается многодетная мама. Нелегко и с бюджетом. В месяц на тройняшек нужно порядка 130 тысяч рублей. В день уходит банка смесей и упаковка подгузников. 24 штуки. Это вот упаковка, которая уходит на одни сутки жизни 3 детей. В среднем где-то уходит порядка 30 тысяч на смеси. Потом где-то порядка 15-16 тысяч уходит на памперсы, на одежду где-то порядка 20-30 тысяч, потому что растут они очень быстро. Это носочки, пеленки, бодики, распашонки, маечки. Так далее, так далее. При условии, что мы живем еще и в квартире, которая в ипотеку оформлена, но это уже наша ответственность. Есть сложности и с передвижением. Своя машина 5-местная. За рулем муж, маму, старшую дочь и тройняшек автомобиль уже не вмещает. Семья обращалась в социальное такси. Им сообщили, такая услуга предусмотрена только для людей с ограниченными возможностями. Чтобы нам в поликлинику поехать, допустим, нам надо детей по очереди возить. И так бы я всех собрала, все обследования сделала 4 детям. И получается, никуда не выехать. Нам надо одного ребенка старшего, получается, где-то оставить. А психологически ей сложно. Она и так говорит, что ее никто не любит. В Татарстане при рождении одновременно 3 и более детей предусмотрена единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка и ежемесячное пособие по 1000 на каждого малыша до 1,5 лет. Скулкины их получили, но такой поддержки, если честно говорят, не хватает. Так как я сейчас нахожусь в декрете, я работаю на полставки, поэтому приходится еще подрабатывать ночью. То есть там в такси, в доставке, где-то еще, чтобы какую-то копеечку добить и сколотить. Считаю, что я могу прокормить семью. Просто я на данный момент оказался в такой ситуации, что одному мне это уже не под силу. Супруга у меня занимается детьми, притом 4 детьми. Семья теперь считается многодетной. Думали, будут получать дополнительные льготы, которые положены. Но оказалось, их доход на 2000 превышает прожиточный минимум, и они не могут на них претендовать. Мы получили удостоверение многодетных, и выяснилось, что в нашей семье уровень дохода превышает прожиточный минимум по республике. И получается так, что нам ничего не положено. Скулкины обращались в Минсоцзащиты, в администрацию Зеленодольского района. Ответ один. Социальная няня или оплата ее услуги не предусмотрены. Мне няня необходима. Вот. Либо няня получается и машина. Хотя бы какую-то поддержку государственную там приобрести, помочь. Я не говорю, что там взять, подарить хотя бы что-то как-то. Может, есть кредит какой-то там на минимальные эти ставки. Мы обратились к уполномоченному по правам ребенка в республике Ирине Волынец, чтобы узнать, какую помощь могут получить родители тройни. Она сообщила, выступила с инициативой выплаты при рождении тройняшек 250 тысяч рублей единовременно. Она направлена в Госдуму. Омбудсмен признает, таким семьям нужна дополнительная поддержка. Необходимо предусмотреть возможность предоставления социальных нянь. И такая семья, конечно же, нуждается в улучшении жилищных условий. По данному обращению мы сейчас работаем. Как уполномоченный по правам ребенка эту ситуацию держу на контроле. И в случае необходимости мы будем содействовать тому, чтобы мама все-таки могла справляться, чтобы ей была оказана вся необходимая поддержка. Поддержка семье нужна уже сейчас. Самое необходимое – это няня. Если есть желающие помочь, контакт семьи можно узнать через нашу редакцию новостей, позвонив по номеру 570 50 19. Вероника Кайнудинова, Алмаз Зиадинов, ТНВ, Зеленодольский район.